Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Три россиянина вошли в число 20 лучших игроков обновленного рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Даниил Медведев и Карен Хачанов, дошедшие до полуфинала турнира ATP Cup в составе сборной России, улучшили свои позиции на одну строчку. Так Медведев поднялся с 5-го на 4-е место, Хачанов с 17-го на 16-е. Еще один россиянин, на победителя турнира ATP в Дохе Данил Рублев, переместился с 23-й на 18-ю строчку. Отмечу, что в последний раз трое российских теннисистов занимали места в топ-20 рейтинга ATP в 2005 году. В тройку лидеров изменений не произошло. Первую строку занимает испанец Рафаэль Надаль, вторым идет серб Новак Джокович, а на третьем месте швейцарец Роджер Федерер. Россиянка Ксения Синицына завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне. Синицына в сумме двух программ набрала 200,3 балла. Победу праздновала представительница Южной Кореи Ю Йон, у которой 214 баллов ровно. Третье место заняла еще одна россиянка Анна Фролова, набравшая 187,72 балла. Российские спортсмены продолжают лидировать в медальном зачете соревнований, завоевав 11 медалей. Из них 4 золотые, 5 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте идут швейцарцы, у которых 10 медалей. На третьем месте японцы. На их счету 5 наград. Итоги юношеских Олимпийских игр будут подведены 22 января. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» Евгений Малкин вышел на 3-е место в списке лучших ассистентов в истории команды. В последней игре регулярного чемпионата, в которой Питтсбург обыграл Аризону, Малкин отметился 2 результативными передачами. Теперь на его счету 642 ассиста. По этому показателю россиянин обошел Яромира Ягра, у которого 640 передач. На втором месте списка лучших ассистентов Питтсбурга идет нынешний капитан клуба Сидни Кросби. У него 782 ассиста. Лидером является Марио Лемье, у которого 1046 голевых передач. Всего в текущем сезоне Малкин забросил 13 шайб и сделал 31 результативную передачу. Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Исландии во втором матче групповой стадии чемпионата Европы. Встреча прошла в шведском Мальмё и завершилась со счетом 23-34. Самыми результативными игроками в сборной Исландии стали Бьяри-Мар Алисон, Александр Петерсон и Бьорн Гудьонсон, забросившие по 6 мячей. В составе россиян самым точным был Глеб Калараш, на счету которого также 6 голов. Для команды России это поражение стало вторым на этом турнире. Ранее она уступила венграм со счетом 25-26. Россияне идут последними в группе и уже не имеют шанса на выход в основной этап чемпионата, который является отборочным на Олимпийские игры в Токио. В следующей игре турнира 15 января сборная России встретится с командой Дании. Российские волейболисты узнали своих соперников по групповой стадии олимпийского турнира в Токио. По итогам жеребьевки мужская сборная попала в группу «Б», где ей конкуренцию составят представители Бразилии, США, Аргентины, Франции и Туниса. Напомню, россияне завоевали право на участие в Олимпийских играх по итогам квалификационного турнира, в котором одержали 3 победы в 3 встречах. Ну а женская сборная России также выступит в группе «Б», где сыграет с соперницами из США, Китая, Италии, Аргентины и Турции. Квалификационные соревнования российские спортсмены прошли также, победив во всех 3 встречах. Олимпийский турнир по волейболу пройдет с 25 июля по 9 августа. Якутский мини-футбольный клуб «Заря» готовится начать второй круг чемпионата России среди команд высшей лиги. На зимний перерыв подопечные Олега Михайловича Марченко ушли, располагаясь на 8-й позиции турнирной таблицы, набрав 20 очков в 13 матчах. На счету команды 6 побед и 2 ничьих при 5 поражениях. В данный момент команда находится в Московской области, где проходят тренировочные сборы. В первой игре второго круга высшей лиги России «Заря» сыграет с дублирующим составом столичного клуба КПРФ, который занимает вторую строчку таблицы. Встреча состоится 22 января. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжим следить за событиями в жизни российского и мирового спорта.